Ну, здесь мы видим плиту с изображением человека. По данным грузинской палеографии, здесь мы видим надпись, характерную для грузинского языка периода 10-го, начала 11 века. Тут написано Георгий епископи. Да? Да, Георгий епископ. Этот епископ действительно жил в Грузии в середине, конце 10 века. Может быть, вот эта территория была его паствой? Да, как раз таки это считается, что под его таким вот этим самым. Ну, тут очень нечетко сохранилось, к сожалению, лицо, да, из-за ветра. Вот это вот как бы уши. Да, да, это так называемые виноградные грозди. Вместо свисает, но это тоже христианская символика. Да. Этот епископ, вот это его плечи, это рука. Здесь он держал крест. Сейчас, к сожалению, ничего не сохранилось. Здесь мы видим просто выступ в фрагменте руки. Здесь был крест такой вот. Вот. И эта плита, она держалась, она была составной частью барельефа в западной стене храма с Христом, с апостолами, которые не смогли. Это вот, которая третья там была? Да, совершенно. Вот эта фигура, на котором мы только что видели, стояла вот изображение здесь. Епископа, только то, что мы просмотрели только что, это изображение, которое стояло с левой, крайне с левой стороны от этой композиции барельефной. А вот эти кто? Вот это Христос, да, посередине? По центру это Христос. Иисус, А вот фигура справа, крайне справа, это то есть он себя вот поставил в один ряд, да? Вот да, с этим людьми. по христианской строительной традиции заказчика храма помещали рядом с Христом. Все, я понял. Вот такой вот А вот то, что плита наверху, вот там что не хватает. Изображение, вот здесь. Вот еще выше, там рука видна отдельно. Фигура. Да. Тоже считается один из влиятельных местных людей. Его тоже как бы помещали. Нет, не вот это вот, не самое наверху, которое, вот ниже рука, да. Вот это так называемый, он держал в руках наугольник, так как бы, тоже считается. А вот сейчас не найдешь, да, эту плиту? Да, к сожалению, нет. Вот здесь по центру стояла модель храма. Да? Да, вверху свода, в центре этой арки, вот стояла модель этого храма, древнего, изначальная форма храма. Вот она сегодня хранится в Грозненском музее, кстати. Да? Да, на днях мы ее нашли. Вот самый наверху это тоже влиятельно. Тоже, да, за ней влиятельно. Скажи мне, а правда, что вот эта третья плита, которой не хватает, ее нашли где-то в частных домах, где-то у жителей гора? Нет, это третья фигура, как раз фигура епископа Георгия, которая стояла крайне слева, это мы нашли совместно с московскими коллегами. Где? Она хранилась здесь у Мусиева Руслана, местного жителя. Джерахи, да? Нет, как раз вот мы отсюда видим его точку. Но он первоначально нашел ее на средневековом замковом комплексе Балко и Ценги. Чуть ниже, вот, за этим вот холмом, недалеко от Ханхи, Тагима. Вот там нашли плиту, они перетащили ее сюда, и мы вместе с нашими друзьями обнаружили ее во дворе и вместе с этим человеком занесли ее в храм, чтобы у наших смотрителей, у туристов было полное представление о истории. Скажи мне, Мат, а вот эти столбы. Портал. Вот наверняка здесь была арка какая-нибудь. Совершенно правильно. Эту арку мы видели внутри. Которая лежала там, да. Совершенно правильно. Дугообразная форма с такими. Она здесь была, да? Вот в нишах квадратной формы, которые мы видим справа и слева от этой барельефной композиции, были изображения ангелов. Это не те ангелы, которых мы видели там внутри? Нет, это уже были это другие формы. Плит считается, что они сегодня хранятся в одной из святилищ селения Хели в Грузии, в Хевсурете. Да? Да, в 19 веке, Хевсур. А не пробовали ее как-то запросить, получить? Мы пытались это сделать, говорят, это святилище сегодня завалено камнями, оплыло землей, то есть надо ее копать. Понятно. В общем, вот такая вот ситуация. Понятно.